Этот школьный день отличается от обычного. Бегать и танцевать можно. А вот на перемене повторять материал сегодня будут не ученики, а учителя. Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года» стартовал. Поддерживают конкурсантов яркими выступлениями. Зухра Гадиева – одна из 5 конкурсанток. Учителем она стала 7 лет назад. Еще в 6 классе поняла, что педагогика – ее призвание. А насколько хорошо это получается, решила узнать на конкурсе. Действительно, одержать победу было бы, конечно, хорошо, но принять участие, попробовать свои силы, познакомиться с коллегами, взять для себя что-то новое, какие-то инновации, послушать коллег, что у них что-то новое. Может быть, поделиться своим каким-то опытом. Ну и в дальнейшем применить его в своей работе, конечно. Каждый из 5 конкурсантов прошел отбор и признан лучшим на муниципальном уровне. На выполнение задания первого тура отведено 20 минут. За это время участники должны грамотно и четко рассказать подготовленную тему. Сегодня делятся особенностями методики преподавания. Сделать это нужно максимально интересно. Изучая биологию, ребенок учится мыслить, анализировать, делать выводы. Самая распространенная форма обучения не только на уроке биологии, но и на других предметах по-прежнему остается современный урок. Проблема, ответ на вопрос включения всех в образовательный процесс также кроется в уроке. Открытые уроки, семинары, мастер-классы и телеконференция. Все это впереди. Сейчас участникам предстоит побороться за звание одного из самых высококвалифицированных учителей Ингушетии, а потом и России. Поздравила молодых учителей и министра образования республики Эсет Бокова. Образование всегда было для всех стран мира приоритетным направлением. И главным носителем этого блага является учитель. Я искренне рада и горда сегодня находиться здесь, в этом зале. Рада потому что, несмотря на все сложные реалии нашей жизни сегодняшней, вы все-таки находите в себе силы, мужество и сопровождать наших детей, вести к будущему. Креативность, выносливость, умение показать себя в экстренной ситуации. Оценивать конкурсантов будет строгое жюри, в составе которого заслуженные педагоги не только республики, но и России, в числе которых и Хамзат Сагов. Парень работает в сфере образования недолго, но за его плечами уже немало достижений. В 2021 он признан учителем года Ингушетии. У конкурсантов бывает возможность посмотреть на акул образования, и это реально мотивирует на дальнейшее обучение детей. Что вы пожелаете конкурсантам? Конкурсантам держать свои эмоции под контролем, и они должны понимать, что не только они волнуются, но и мы волнуемся за них, то есть жюри. Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится уже 30-й год подряд. Цель этого мероприятия – поддержать и повысить престиж педагогического труда. Сегодня только первый тур. Впереди участников ждут еще 2, а потом всероссийский этап. Хава Кагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.